Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Оппозиция требует прозрачности при решении вопроса об аренде перепадных ГЭС. Есть ли альтернатива перетоку и каковы перспективы развития абхазской энергетики? Специальный репортаж программы. Рекордсмен мира, кавалер ордена Леона. Память Руслана Таркила. Интервью из архива Абаза ТВ. Лидеры партии ФНЯ, ПСНы и общественных организаций АРУ, АНД «Наша столица» выразили свое отношение к действиям правительства по передаче в частное владение перепадной Ингургэс. Энергетическая инфраструктура страны является стратегической. Любые действия, связанные с этой отраслью, должны быть прозрачны и направлены на обеспечение максимальных интересов народа Абхазии. В связи с этим лидеры партии ФНЯ, ПСНы и общественных организаций АРУ, АНД «Наша столица» считают, что при решении вопросов, связанных с системой перепадных Ингургэс, государство должно придерживаться следующих принципов: проведения честного открытого конкурса. Они также предлагают провести реальную оценку рыночной стоимости сдаваемого имущества независимой компании при проведении конкурса. Стартовые условия должны содержать принцип, что доля государства будет не менее 50% выработанной электроэнергии. Если описывать текущую ситуацию в целом, то можно констатировать, что все худшие прогнозы реализуются у нас на глазах. Вот уже больше 3 лет мы говорим о том, что идет целенаправленная и последовательная диверсионная работа по подрыву нашей государственности. Вся риторика власти сведена к тому, что абхазский народ сам ничего не может, и все нужно отдать во внешнее управление, распродать стратегические отрасли и изолировать наших людей от принятия решений в пользу иностранных олигархов. Нет никаких реформ, никаких программ развития. Все решения принимаются в кулуарном режиме. И сегодня, опираясь уже на новые факты, мы вынуждены говорить то же самое. Я позволю себе напомнить вам, как все происходило, и вы сами сделаете выводы. Во-первых, необходимо отметить, что за период с 2010 по 2014 годы Абхазия получила безвозмездной помощи из России почти $1 миллиард США. Это по сегодняшнему курсу 100 миллиардов рублей. То есть 20 миллиардов рублей в год. Только 1/5 этой суммы было бы достаточно для того, чтобы мы полностью восстановили всю энергетическую систему, плюс 3 неработающие перепадные ГЭС и станцию Сухум-ГЭС. И сегодня Абхазия не то чтобы нуждалась в перетоке из России, но и сама продавала бы электроэнергию за рубеж, получая многомиллиардные прибыли. Специальный репортаж с пресс-конференции смотрите после выпуска новостей. Правительство Абхазии занято вопросом поиска финансовых средств на оплату перетока электроэнергии из России. В этом году республика осталась без так называемого социального перетока и вынуждена платить около 4 рублей за киловатт-час. Какие есть выходы из ситуации, есть ли альтернатива перетоку и каковы перспективы развития абхазской энергетики? Подробности у Марианы Котовой. Единственная альтернатива перетоку электричества из России – веерное отключение. Минимум на 12 часов в сутки. Так говорит генеральный директор Черноморэнерго Тимур Джинджолия. Или жесткий график практически 50/50. Это 12 со светом, 12 без света. Или приобретение, оплата, переток Российской Федерации. Условия не знаю. Но правительство и депутаты Народного собрания обещали не оставлять население Абхазии без света, а значит, будут изыскиваться средства. Чтобы обеспечить Абхазию до конца ноября, нужно 200 миллионов рублей. Перерасход имеющихся энергоресурсов происходит из-за того, что выросло потребление электричества примерно на 1 миллиард киловатт-часов в год. Порядка 3 миллиардов киловатт-часов потребления Абхазии в год, выработки Ингургэса порядка, в смысле нашей доли, то, что мы получаем от Ингургэса, это 2 миллиарда киловатт-часов. Этот миллиард у нас сегодня является дефицитом.
Периодические отключения света в Сухуми на несколько минут утром и вечером – это переключение с перетока на свой свет и обратно. Это необходимо для экономии. Сухум подключают к российскому свету вечером, так как начинает действовать ночной тариф. Есть у них тарификация дневного и ночного времени суток, ночью дешевле. Вот, потому днем у нас на перетоке находится только Гагра и часть Гудаутского района. Потом ночью мы переводим туда город Сухум и близлежащие села, так скажем. И потом эти переключения на подстанции Сухум-220 целиком и 2 автотрансформатора переводим на российский переток в ночное время, когда наступает дешевый график. По словам Тимура Джинджоля, в большей степени на повышение электропотребления сказался майнинг, но и бытовое расходование света оказывает влияние на общую сумму киловатт-часов. Ни для кого не секрет, да, сегодня проезжаешь там какие-то, даже в деревнях, кругом горит свет, в подсобных помещениях по 8, по 9 лампочек, двор освещен по кругу, заборы освещены, какая-то иллюминация непонятная, для кого она нужная. Вот. Ну и плюс к тому идет ощущение электроэнергии. По словам Джинджоля, вести борьбу с майнингом стало трудно, потому что аппараты по большей части рассредоточены по частным домам и квартирам. Пока были крупные фермы, нам с ними было бороться и справляться легче. Мы могли прийти, обесточить, опечатать, демонтировать оборудование. Потом это все начало расходиться по домам, квартирам, пристройкам, гаражам, заброшкам. Иной раз, чтобы найти майнинг в том или ином доме, надо провести чуть ли не обыск. Для этого надо иметь правовое основание, там еще что-то, еще что-то. Зачастую не то, что наши сотрудники, а сотрудники силовых ведомств не имеют права зайти и провести эти мероприятия. Но в то же время мы не прекращаем эту работу. Похожая ситуация наблюдается не первый год, но именно в этом году за переток потребовали плату в полном объеме. В предыдущие года это покрывалось за счет перетока с Российской Федерации, было бесплатно. Но в этом году это бесплатно не сложилось. Что касается оплаты за свет местными жителями, то, по словам Джинджоля, сумма сбора увеличилась почти вдвое, а процент остался прежним. Платит 40% населения. Общий сбор, порядка, наверное, 40% мы сегодня собираем. Вот если собираемость у нас была 50-54 миллиона рублей в месяц, это было начало этого года, весна, то на сегодняшний день у нас 90-95 миллионов среднемесячная собираемость. Более того, мы проводим ряд мероприятий по улучшению платежной дисциплины, увеличению собираемости. Но, как говорит Джинджоля, даже если будут платить 100% абонентов, всех собранных средств не хватит на уплату перетока. Единственный выход – экономить. Добровольно экономить люди будут вряд ли. Поэтому нужны новые приборы учета. Их устанавливают. Установка приборов учета продолжается. Значит, там порядка 3000 с копейками осталось у нас на складе, которые мы должны доустановить до конца этого года. Эта задача будет выполнена. Мы ее вполне до конца все сделаем. Как говорит Тимур Джинджоля, даже при увеличении генерации без экономии Абхазия не сможет вписываться в имеющийся внутри страны лимит. Перепадные станции не могут выработать необходимого количества электричества. Суммарная мощность перепадных станций это будет порядка 300 миллионов киловатт-часов в год. Пускай 340. У нас дефицит миллиард. Но при этом глава энергокомпании уверен, что будет лучше, если перепадные станции останутся под контролем государства. Хотя для этого требуются миллиарды рублей. Общая стоимость восстановления всего этого каскада от 9 до 10 миллиардов рублей. Мое мнение следующее: было бы хорошо, если бы эти все ГЭСы восстановило государство и изыскало на это возможности. Даже при самом радужном прогнозе, я думаю, это минимум 5 лет заняло бы у нас. Если получится так, что государство сможет найти эти деньги, я думаю, этот путь предпочтительнее. У оппозиционеров есть альтернатива передачи перепадных станций в аренду. Они предлагают откликнуться на инициативу директора Ингургэс Ливана Мебония. Еще 2 года назад он публично заявлял о том, что Ингургэс может своими силами отремонтировать перепадные станции и включить в работу весь комплекс. Как-то президент Абхазии заявлял о том, что инвестор будет платить в казну государства в год 200 миллионов рублей. Это абсолютно ничего нам не даст 200 миллионов, если даже на эти деньги покупать извне электричество. Есть уникальное решение, которое предложила грузинская сторона.
непосредственно генеральный директор Ингургес Мимбони, если не ошибаюсь, который заявил в своем интервью о том, что так как 3 перепадных ГЭС входят в единый комплекс Ингургеса, они готовы взять на себя обязательства, отремонтировать, пустить в эксплуатацию, и Абхазии от генерации этих перепадных, в том числе от генерации большого ГЭС, Ингургес, 50% генерации бесплатно отдавать нашей стране. Бесплатно. То есть нам за обслуживание, ремонт, эксплуатацию ничего не нужно платить. Владиславу Ардзенбо удалось договориться 60/40. Я думаю, что ничего плохого не вижу, если от этих перепадных ГЭС 3, которые входят в единый комплекс, это ключевая фраза, единый комплекс. Если мы будем получать на 50% бесплатно, я думаю, это хорошее предложение. В настоящее время соглашение на аренду перепадной станции находится в парламенте. Документ подразумевает передачу объекта инвестору на 49 лет. Условия аренды подлежат обсуждению. Но в любом случае инвестиции в перепадные станции не решат проблем с энергетикой. Ситуация со светом сегодня, и специалисты прямо говорят об этом. Марианна Котова, Абаза ТВ. Печальная новость. На 74-м году ушел из жизни мастер спорта международного класса, абсолютный чемпион СССР по тяжелой атлетике, рекордсмен Советского Союза и мира, кавалер ордена Октябрьша 3-й степени, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона Руслан Расимович Таркил. Горько осознавать, что уходят такие легендарные спортсмены. Для тех, кто знал Руслана Расимовича, он останется примером для подражания, образцом мужества, стойкости и жизнелюбия. На его победах было воспитано не одно поколение абхазских тяжелоатлетов. Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорту выражает искренние соболезнования семье, близким и друзьям Руслана Расимовича. Это большая потеря для всего спортивного сообщества, отмечается в соболезновании Госкомспорта. Мастер спорта СССР, мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта СССР, кавалер ордена Леона. Выпускник Сухумского государственного педагогического института, стал чемпионом и рекордсменом Абхазии по легкой атлетике в толкании ядра. В 1969 году Таркил – чемпион СССР среди юношей по тяжелой атлетике, затем чемпион СССР среди юниоров «Олимпийские надежды». На международном турнире в Болгарии рекордсмен мира в весе 90 килограммов. На спартакиаде Грузинской ССР в 1972 установил 3 мировых рекорда в толчке, в рывке и в сумме классического троеборья. Победитель международных турниров в Германии, Монголии, Кубе, Болгарии. С 1976-го работает директором Республиканской детско-юношеской спортивной школы по легкой атлетике, а затем директором спортивной школы по тяжелой атлетике. С 1994 по 2016 годы работал заместителем начальника Абхазского морского пароходства по торговле и сбыту. يسمى شبري тренировку нелоги я вот трящих гимназкар он нолог нас зало был на средству يسمى شبري وامچ زوناتو бодоза يسمى шамчунату тут бра это урысфило азо упражнение какао просто нолог други абри медун нолонги онцо у щипобри укапанаги губозом абри хвал ну что шо бра амч тунату ورنقط والنقط يبري خوتنا قال ليش زلمة زقارس نقط يديك وبيعجن والله طلنا بيا هيتر كنت سباو محبرانز أو يد دش ناخد مشلا. Передачу «Автограф» с участием Руслана Таркила из архива Абаза ТВ смотрите в вечернем эфире в 20:30. В связи с кончиной мастера спорта международного класса, чемпиона СССР по тяжелой атлетике, рекордсмена СССР и мира, ветерана Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов, кавалера ордена Леона и Октябрьша 3-й степени Таркила Руслана Расимовича создана Государственная комиссия по организации похорон под председательством первого вице-премьера Джансуха Нанба. Прощальная церемония состоится 17 ноября в Доме учителя в Сухуми.
Чемпион России, обладатель Кубка России по тяжелой атлетике, мастер спорта Илкан Гвазава посвятил свою победу на первенстве России по тяжелой атлетике в рывке в Майкопе ушедшему из жизни наставнику, мастеру спорта международного класса Руслану Расимовичу Таркил. В соревнованиях принимают участие 450 спортсменов из 45 регионов России. Илкан выступал в весовой категории до 67 килограммов и представлял Республику Татарстан. Абхазский тяжелоатлет занял первое место с результатом 124 килограмма. В медиацентре МИД Абхазии состоялась онлайн-встреча министра иностранных дел Инал Арзанба с новым председателем Федерации абхазских культурных центров Турецкой Республики Левентом Атрушба и полномочным представителем Республики Абхазия в Турецкой Республике Ибрахимом Авицба. Министр поздравил Левента Атрушба с назначением на должность председателя и пожелал ему успешной и плодотворной работы на благо Республики Абхазия. Хатырску Левант, еще доснухивает Гупсакала. Туркпела ико Апсуа культура центр федерация Ханпевис Шалхра. Жега Шветаман Шалара, Акучиарака, Шусураца Кадуаму Хапсад Гилазы. Уважаемые друзья, уважаемый Левант, Ибрагим, я очень рад, что мы с вами сегодня общаемся. Хочу прежде всего поздравить уважаемого Леванта с избранием на ответственную должность руководителя Федерации абхазских культурных центров Турции. Это очень важная должность, это очень важная позиция для укрепления нашего диалога, для реализации конкретных проектов. Я очень рассчитываю на то, что мы сегодня обсудим конкретные проекты. Предлагаю перейти к проектной деятельности, к обсуждению, реализации тех или иных общественных, культурных проектов. На наш взгляд, это чрезвычайно важно. И в очередной раз мы возвращаемся к важному вопросу проведения форума по Абхазии, по экономическому развитию Абхазии. На наш взгляд, это правильная инициатива с тем, чтобы консолидировать наших соотечественников. Левент Атрушба, в свою очередь, поблагодарил министра за поздравления и детально рассказал о планах работы Федерации на ближайшую перспективу. В ходе встречи министр также обсудил с полномочным представителем текущую деятельность представительства Абхазии в Турции. Кроме того, участники встречи обсудили перспективы проведения форума «Глобал Абхазия» в Турции с целью активизации взаимодействия с соотечественниками. Суд отклонил 2 ходатайства защиты. По мнению адвокатов, истинная картина событий на набережной Махаджиров отличается от той, что представлена стороной обвинения. Поэтому защита ходатайствовала об исследовании видео с камер наблюдения, которое выложено в открытом доступе в Ютубе. Когда судьи не удовлетворили ходатайство, адвокаты предложили исследовать определенный промежуток видеозаписи из материалов дела. Однако суд снова отклонил ходатайство. Ранее в ходе судебного разбирательства суд дважды пытался исследовать указанное видео, но файл не открылся. Подробнее Надежда Боровикова. Адвокат Автандил Чкадуа обратился к суду с ходатайством об исследовании видеозаписи с места совершения преступления, размещенной в открытом доступе на видеохостинге YouTube. По мнению защитников, материалы дела, представленные обвинением, не в полной мере отражают события 22 ноября 2019 года. Сторона обвинения представила не видеозапись, а фрагменты, то есть фотоснимки места происшествия и до совершения убийства, и после совершения убийства. В связи с чем, Ваша честь, оно не полное, изучено и не всесторонне, в связи с чем у нас есть вся запись, как все это происходило, значит, и стрельба, когда происходит, и как их увозят, и все те моменты, что на самом деле было при совершении данного преступления. В связи с этим у нас полная запись есть, она в свободном доступе. Это весь мир смотрит эту запись в Ютубе. И мы просим суд полностью просмотреть видеозапись, и мы увидим те фотографии, которые представлены суду. Но это, мы считаем, не в полном объеме представлено суду. Судьи задали уточняющие вопросы о происхождении видеозаписи и о том, какие конкретно факты из представленных следствием данное видео опровергает. Данная видеозапись вообще меняет картину.
кто стрелял, кто когда упал, была ли обратная стрельба, обнаруженные оружие, допустим, ГЛОК, злосчастный вот этот, где был, и потом из осмотра места происшествия, где его изымают. Картина показывает совсем обратное, на 180 градусов. Это все-таки следствие, наверное, распространило в YouTube. Почему? Потому что там мы по голосу узнаем, кто же комментирует данную видеозапись. Там четко, ясно видно, это те лица, которые были на осмотре места происшествия, и после этого кто вообще руководил этим следственным действием. Там его голоса слышны. Представители Генеральной прокуратуры и адвокат потерпевших выступили против удовлетворения ходатайства. Уголовно-процессуальный закон предусматривает ряд требований для просмотра такого рода доказательств и представления их в суд. В первую очередь необходимо представить суду доказательства о первоисточнике записи и необходимо иметь заключение экспертизы о том, что данная запись не подвергалась монтированию, копированию и изменению записи. При отсутствии таких доказательств мы возражаем против приобщения данной видеозаписи и просмотра ее в судебном заседании. Константин Иванович не сказал, что имеется, не соответствует. Там у нас есть напечатанные тексты, расшифрованные. Действительно, там целых 13 видеофайлов указано в этом протоколе осмотра. Какая часть не соответствует реальной действительности. И самое главное, конечно же, непонятно, откуда эта запись изъята и насколько она соответствует действительности, сокращена или подвергнута была каким-то изменениям. Суд принял решение, совещаясь на месте. Суд считает необоснованным исследование предлагаемых адвокатом Чкадуа видеозаписей, так как они получены из неизвестного источника. Кроме того, не представляется возможным оценить предлагаемые видеозаписи на предмет их подлинности или изменений каким-либо заинтересованным лицом. Фототаблицы, как приложение к протоколу осмотра предметов, составлены в виде фотокадров по усмотрению следователя во время указанного следственного действия и просмотра самих видеозаписей, что не может свидетельствовать о неполноте и искажении его содержания. Таким образом, судебная коллегия находит ходатайство адвоката Чкадуа Автандила Ивановича необоснованным и не подлежащим удовлетворению. Второе ходатайство Автандила Чкадуа об исследовании видеозаписи с флеш-накопителя, добытого в ходе следствия и приобщенного к материалам дела. Была проведена выемка 22 ноября 2019 года из видеорегистратора, содержащей видеозапись с камер наблюдения, установленной на фасаде здания гостиницы «Рица». Интересующие видеозапись за 22 ноября 2019 года были скопированы на флеш-накопитель. Теперь следствие берет этот флеш-накопитель, делает фотоснимки. Фотоснимки говорят о начале движения данной автомашины, и даже здесь прямо написано: в 14:40 проезжает к зданию гостиницы «Рица». Откуда они взяли флеш-накопитель? В направлении ресторана «Сан-Ремо». Останавливается у тротуарной части. В 14:41 часов уезжает. Тогда я просил бы суд, вашу честь, пусть сторона обвинения представит данную флеш-карту, флеш-накопитель, и просмотрим ее здесь, а не фотографии из этой флеш-карты. Коллегия судей просила адвоката сформулировать, на какие именно противоречия адвокат Чкадуа хочет обратить внимание суда. Сторона обвинения обвиняет Ганба в том, что ответной стрельбой погибшего Авицба был ранен в ногу. Так же обвиняют. А теперь посмотрим. Авицба после получения ранения, где у него был пистолет, как он лежал, кто взял этот пистолет, куда выкинул. Вот просмотреть вот это видео, у вас будет сложится картина, стрелял ли вообще Авицба. И мог ли он стрелять ответно. Почему? Потому что предварительное следствие даже утверждает о том, что якобы, когда к нему подошли, он сказал: я в него попал. Есть такая цитата. А мы посмотрим на видео, мог он говорить, не мог он говорить, мог он стрелять, где этот пистолет был. Все там будет видно, была ли ответная стрельба вообще.
Сторона обвинения не выступала против удовлетворения ходатайства, однако обратила внимание, что попытки исследовать данную видеозапись уже предпринимались в ходе судебного разбирательства, но видеофайлы были повреждены и просмотреть их не удалось. На протяжении ряда процессов, порядка 10 процессов, мы здесь, я не знаю, может, защитники все поочередно, никого-то здесь не было, мы просматривали все видеозаписи из банка, из СУЭС, из администрации города Сухум, из Анрему, из рядом находящегося кафе, сейчас забыл, как он называется, Медовик и с остальных. К сожалению, часть записей мы здесь видели о том, что они не воспроизвелись ввиду того, что, возможно, записи ввиду длительного хранения никаких флешек в распоряжении следствия, которые секретные флешки или какие-то. Все первоисточники представлены в суду. Если защита хочет их заново осмотреть, они вправе заявить об этом ходатайство, но истребовать, что у нас истребует? У нас ничего не осталось. Все, что было изъято с серверов, там по факту на месте все представлено в качестве вещественных доказательств суду. Часть из них, я напомню, мы обозрели, другую часть, если я не ошибаюсь, в том числе и тот фрагмент, о котором говорит Автандил Иванович, он у нас не открылся. Поэтому мы не против. Мы сами в свое время, когда представляли доказательства, ходатайствовали об этом, раз. да, но мы несколько раз делали попытки, вы помните, и в том числе вот этот эпизод непосредственно, когда эта трагедия произошла, он не воспроизвелся, я так помню. Я не против, если есть такая возможность, но я, судя по тому, что мы ее уже исследовали, и она не открылась, не вижу целесообразности. Если суд видит, на ваше усмотрение. Я считаю, что данное ходатайство просто-напросто не может быть исполнено, потому что эта флеш-карта как раз-таки имеется в материалах уголовного дела. 26 апреля и 3 мая повторно 2022 года сторона обвинения повторно желала исследовать данные флеш-накопители, которые не могли быть вскрыты, но тем не менее это все оказалось безуспешным. Если в 3-й раз мы осуществим попытку, мне кажется, это только так реализуемо, вот, удовлетворить ходатайство, если удовлетворить ходатайство Автандила Ивановича. Суд удалился в совещательную комнату, и спустя час председательствующая судья Майя Квициния огласила решение. Судебная коллегия не усматривает оснований для повторного исследования указанного вещественного доказательства, и в связи с чем в удовлетворении ходатайства адвоката Чкадуа отказать. На этом ходатайства стороны защиты в рамках текущего заседания завершились. Остальные адвокаты обещали представить на следующем заседании, которое назначено на 16 ноября. Надежда Боровикова, Сосрыкуа Гуха, Абаза ТВ. На Абаза ТВ продолжается показ второго сезона «Адуней-шоу» научно-познавательной передачи для детей, созданной при поддержке Сухумского офиса детского фонда ООН ЮНИСЕФ. Создатели передачи попытались охватить наиболее важные и актуальные темы: архитектура, горы, память, творчество, электричество, права ребенка, кухни народов мира, музыкальные инструменты, современное искусство и растительный мир. В каждом выпуске передачи уже полюбившиеся зрителям ведущие встречаются с экспертами и подробно исследуют данные темы. Сегодня смотрите передачу «Кухни народов мира». Какая моя луночка как утром. Нет. Слушай, я могу говорить кат, ты поставишь камеру и все. Он не нужен. «Адуней-шоу. Кухни народов мира» смотрите в нашей вечерней программе. Министр здравоохранения Эдуард Будба провел совещание с профильными медиками по вопросу открытия на базе Сухумской инфекционной больницы реанимационного отделения, сообщает пресс-служба Минздрава. Минздрав поддерживает данную инициативу. В инфекционной больнице большой поток пациентов. Некоторым больным зачастую необходимы реанимационные мероприятия. Особенно это важно с учетом большого потока детей, обращающихся за помощью в медучреждение. На сегодняшний день в больнице есть реаниматологи, но в
пиковые сезонные нагрузки, они просто могут не справиться. В этой связи подчеркиваю необходимость открытия полноценного отделения реанимации, сказал Будба. Что касается кадрового обеспечения будущего отделения, по мнению участников совещания, проблему можно решить ротацией персонала из городских и районных больниц, а также командировкой российских коллег. В завершении выпуска прогноз погоды. 16 ноября в Абхазии переменная облачность. Из-за перепадов атмосферного давления ночью и утром дождь разной интенсивности. Возможно, гроза. Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Ветер умеренный, температура воздуха днем плюс 15-20, ночью плюс 13. Температура морской воды 18 градусов, относительная влажность воздуха 70-90%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.